Крым и Украину невозможно разделить. Их связывает историческое прошлое. Война и политика, экономика и культура, религиозная свобода, одна и та же система отношений. Все это способствовало довольно тесным крымско-казацким связям. Однако нельзя забывать и о самом главном – об этнопсихологической близости жителей Сечи и Крымского ханства, обладавших одинаковой ментальностью воина. Крымское ханство и Запорожская сечь жили по своему неписанному кодексу чести, по своим законам и морали, в которых было гораздо больше точек соприкосновения и сходства, чем принято считать. Казаки, представлявшие пограничное сообщество, видели в соседнем Крымском ханстве не абстрактных врагов христианства, а разных людей и сообщество людей этого государства, соседей по границе и нарушению ее по обе стороны, соседей опасных и настроенных дружески, коварных и настроенных на неконфликтные отношения. Точнее, нельзя говорить о существовании общей негативной позиции казаков в отношении крымским татарам и точно так же крымцев в отношении казаков. Такой единой позиции никогда не существовало. Поэтому неудивительно, что Дашкевич рассматривал крымского правителя как союзника против общего врага Московии и пожелал принять участие в походе. Военную кампанию крымцев 1521 года спровоцировал сам московский князь Василий III. Новость о том, что Крымское ханство и Великое княжество Литовское заключили взаимовыгодный союз, в то время, когда сама Московия вела почти непрекращающиеся войны из-за земель с княжеством Литовским, его очень встревожила. Эта коалиция могла нанести серьезный удар по русским позициям и отвоевать все ранее завоеванные московитами территории. Чтобы это предотвратить, он спешит восстановить прежние добрососедские отношения с Крымом. Московский князь начинает действовать через влиятельную даму при крымском дворе, вдовствующую ханшу Нур-Султан. Он шлет ей письма, в которых просит уговорить Мухаммеда Герая не объединяться с Литвой и не идти войной против Московии. Через почтенную даму крымский хан пообещал московиту, что не будет объединяться с Литвой. Одновременно пришла весть о смерти Казанского хана, сына ханши Нур-Султан и сводного брата Мухаммеда Герая. Крымский хан поставил в известность своего вассала Василия III, что намерен сделать следующим ханом Казани своего родного брата Сахиба Герая. Это не входило в планы московского князя, у него были все основания опасаться нового претендента. Но спорить с крымским ханом, повелителем Великого Улуса, он не мог. Пока Сахиб Герай собирался в путь, московский князь как можно быстрее подобрал свою кандидатуру. Предвидя неминуемый гнев Мухаммеда Герая, Василий шлет письмо с жалобой на крымского хана османскому султану Сулейману Кануни. Сулейман проигнорировал жалобу Василия, а крымскому хану, который приходился ему родственником, шлет приглашение выступить в совместный поход против Венгрии. Однако Мухаммед Герай отказывает Сулейману, объяснив причины в ответном письме. После того, как умер правитель Казани, наш брат хан Мухаммед Эмин, беи и мурзы направили к нам 15 доверенных лиц и попросили у меня нового хана. В ответ я направил к ним своего младшего брата Сахиба Герая в сопровождении ряда его приближенных. Еще до его прибытия московский князь изгнал из города Казани кадия и назначил священников управлять делами мусульман. Он приказал построить церкви и силой обязал мусульман соблюдать обряды нечестивцев. Тем самым он нарушил законы Корана и навлек беду на мусульман. Он собирался причинить им всевозможные страдания, когда прибыл мой брат. Он вошел в город и стал ханом. Мы приняли решение и сели в седло, чтобы положить конец смуте, устроенной этими идолопоклонниками, ожесточенными против ислама. Мы предполагаем выступить против них и надеемся на победу. Весной 1521 года крымский хан объявляет поход на Москву. Цель – потребовать у Василия объяснений, почему он, его вассал, вмешивается в дела казанские, а также потребовать объяснений, почему вот уже несколько лет московский князь не присылает в Крым ежегодную казну. В поддержку брата из Казани выступил хан Сахиб Герай. В это же время в
Крым направляется и казацкий лидер Евстафий Дашкевич. Прошу дозволения мне и моим казакам присоединиться к войску великого хана. Ты и твои казаки не мои подданные. Я не могу ответить, пока не получу согласия от моего друга и брата Сигизмунда. Крымский хан пишет письмо своему другу и союзнику, великому князю литовскому Сигизмунду I, в котором уведомляет о просьбе казацкого предводителя и предлагает отпустить его с собой в поход. Вскоре от Сигизмунда было получено одобрение. Все формальности были соблюдены, и летом 1521 года военный поход состоялся. Несмотря на свое шляхетское происхождение, Евстафий Дашкевич не мог быть равным союзником Мухаммеду Гераю, повелителю Великого Улуса. В московском походе крымского хана возглавляемые Дашкевичем казаки составляли меньшинство. Присоединиться к армии крымского монарха им было позволено на последнем этапе мобилизации. Более того, на военных советах в ханском шатре у Дашкевича не было даже права голоса. Июль 1521 год. Под натиском крымских татар и казаков русская рать стала разбегаться. Первым покинул ряды защитников Москвы князь Андрей, младший брат Василия III. Глядя на него, еще вчерашние отважные богатыри, защитники земли русской, побросав копья, скрылись в неизвестном направлении. Дорога на Москву была открыта. На состоявшемся ханском совете военачальникам не был дан указ идти дальше на Москву. Это не входило в планы казацкого лидера, и Евстафий Дашкевич настойчиво требует встречи с Мухаммедом Гераем. Очевидно, крымский хан внял словам казацкого предводителя, так как на следующий день был отдан приказ идти на Москву. 29 июля 1521 года крымские татары и казаки беспрепятственно дошли до стен Москвы. Сам Василий бежал в Волоколамск, оставив вместо себя наместника, своего зятя Худайкула. В самом городе царила паника и смятение. Наместнику города ничего не оставалось, как идти на переговоры. Чтобы умилостивить крымского хана, ему и его приближенным послали дары и попросили снять осаду города. Мухаммед Герай пообещал снять осаду города и покинуть княжество в том случае, если Василий даст грамоту, согласно которой он подтверждает, что является вечным данником крымского властителя, какими были его отец и предки. Хан также потребовал, чтобы русские больше не нарушали границ и освободили земли украинской шляхты, в частности, земли рода Дашкевичей. Более того, для своего союзника Евстафия Дашкевича хан потребовал от князя отдельно выплатить компенсацию. Василию ничего не оставалось делать, как пойти на все условия сюзерена. И только после того, как все условия были выполнены, Мухаммед Герай отдал распоряжение своему войску возвращаться. Неизвестно, как отреагировал на это решение казацкий гетман. Ведь у него было желание войти в Москву, только на этот раз не пленником, а победителем. Так завершилась первая совместная крупная кампания крымских татар и казаков.